Привет, друзья! Сегодня пятница, и после небольшого перерыва мы вновь возвращаемся с комментариями по важным и актуальным событиям последних дней. Сегодня мы прокомментируем решение Конституционного суда о признании партии Шор неконституционной, о том, как Илон Шор пытается собрать исполком Гагаузии и прощальный загул Ирины Влах. На прошлой неделе Конституционный суд принял решение о признании партии Шор неконституционной. С запросом в Конституционный суд обратилось правительство Молдовы 11 ноября 2022 года. Аргументы правительства в пользу запрета партии Шор связаны с преступной деятельностью Илона Шора и других членов этой партии и нарушениями условий финансирования политической деятельности со стороны партии Шор. Как мы помним, накануне в парламенте выступал исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну с запросом о снятии иммунитета с вице-председателя партии Шор, депутата парламента Республики Молдова Марины Таубер. Он представил итоги расследования, которое выявило целую сеть по перевозке огромных сумм денег от преступной группы Илона Шора для финансирования политической деятельности партии Шор. В общей сложности следователи выявили 195 миллионов леев, которые были переданы партии Шор в течение последних нескольких лет. Конституционный суд принял решение на основании статьи 41 Конституции, согласно которой партии, которые своей деятельностью выступают против политического плюрализма, принципов верховенства закона, суверенитета и независимости Республики Молдова, а также территориальной целостности страны, являются неконституционными. Всем понятно, что партия Шор использует деньги от организованных преступных групп в больших количествах. Однако не совсем понятно, что меняет решение Конституционного суда. Оно не вводит запрет на политическую деятельность членов партии Шор. По моему мнению и по мнению многих экспертов, это противоречило бы фундаментальным правам человека. И это решение не решает главную проблему – законное финансирование партии Шор или проблему незаконного финансирования партии Шор. Деньги от ОПГ Шора как поступали в страну, так и поступают. И партия Шор, очевидно, избрала для себя вполне законный способ ввоза наличных в страну, используя для этого курьеров, которые ввозят тот объем валюты, который не надо декларировать на таможне. Вопрос нелегального финансирования политических партий не может быть решен в Конституционном суде. Этот вопрос нужно решать в судах общей юрисдикции в рамках уголовного преследования. Однако всем понятно, что при нынешнем состоянии судебной системы эффективно решать проблему незаконного финансирования политических партий практически невозможно, поскольку большинство судей, до сих пор работающих в судебной системе, не хотят или не могут бороться с коррупцией. Дальнейшие шаги партии Шор уже известны и уже проявились, поскольку нет запрета на политическую деятельность, дальнейшая деятельность сторонников и членов бывшей партии Шор будет осуществляться под другими вывесками. В реестре политических партий Министерства юстиции есть десятки партий, которые можно перекупить, идти под их знаменами и даже слепить из них политический блок, что уже начал делать Илон Шор, объявив о создании политического блока под названием «Шанс, ответственность, развитие» или коротко «ШОР». Странно, да? Некоторые политические эксперты с левого фланга говорят, что, несмотря на решение Конституционного суда, в обществе никуда не делся запрос на методы, которыми пользуется партия Шор, имея в виду щедрое одаривание избирателей различными благами или, в простонародье, подкуп, поскольку, как говорят они, бедность никуда не исчезла. Но Молдова в плане бедности не уникальная и не единственная страна. Даже в самых развитых странах есть такое явление, как бедность. И в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе. Однако там никто не оправдывает желание коррумпировать избирателей бедностью. Не пытается таким образом решать проблему бедности. Проблема бедности там решается другими способами. Соревнованиями идей и программ по искоренению бедности, за которые избиратели голосуют на выборах. Подкуп избирателей не решает проблему бедности, а наоборот усугубляет ее. Избиратель, получивший материальное вознаграждение от политической партии за свой голос, лишается права требовать от этой партии повышать уровень жизни своего сообщества, строить дороги, решать проблемы безопасности. Сделка совершилась здесь и сейчас. Ты мне голос, я тебе деньги. Увидимся через 4 года. Как в магазине ты заплатил деньги, купил товар, сделка завершилась до следующего похода в магазин. Но разница в том, что в магазин мы ходим каждый день, а выборы раз в 4 года.
В случае с выборами обмен по типу «голос в обмен на деньги» не равноценен, потому что избиратель, поменявший свой голос на деньги, получает деньги только один раз в 4 года. И, как правило, не очень большие, даже если это несколько тысяч леев за голос. В обмен на эти деньги политик, получивший должность, получает в распоряжении миллионный или миллиардный бюджет и рычаги влияния. Тот факт, что он получил доступ благодаря подкупу избирателей, освобождает его от необходимости обеспечивать прозрачность и отчитываться за использование бюджетных средств. Освобождает не с точки зрения закона, а с точки зрения политической культуры, где практикуется подкуп избирателей. Как правило, люди, продающие свой голос, не требуют отчетности и прозрачности от тех, кому они продали свой голос. Фактически, подкуп голосов делает их соучастниками этого преступления, и последующие злоупотребления со стороны должностных лиц, купивших себе должность. Бедность – это не оправдание для подкупа. Государство должно бороться не только с бедностью, но и с самим явлением подкупа избирателей. При этом нельзя сказать, что решение Конституционного суда было лишним, несмотря на то, что оно не решает проблему целиком. Оно необходимо, потому что государство пытается бороться с таким явлением, как подкуп, коррупция и засилие организованной преступной группы в политике, используя для этого ту часть государственных институтов, которые могут и способны решать эту проблему. Пусть даже частично. Если это можно сделать при помощи Конституционного суда, why not? Тут, что называется, выбор невелик. Ждать, пока судебная система реформируется, нет времени. Надо действовать здесь и сейчас. Недавно Илон Шор объявил о том, что он нанимает международную рекрутинговую компанию, чтобы подобрать людей на должность членов исполнительного комитета Гагаузии. Впервые в истории Гагаузии формированием исполкома занимается не избранный башкан, а лидер политической партии, которая к тому же запрещена и который находится в бегах, поскольку осужден на 15 лет за банковское мошенничество. С какой стороны ни глянь, один сплошной эпик фейл. Не то чтобы впервые избранный башкан не формирует исполком. Например, первый исполком Ирины Влах тоже формировался в Кишиневе или в Москве. Но, по крайней мере, участие других людей, кроме Ирины Влах, не афишировалось. Сейчас же управление Гагаузией открыто берет на себя человек, у которого нет юридического и никакого другого права это делать. И в Гагаузии это принимается. По какой причине, сказать сложно. Либо в Гагаузии всем все равно, либо в Гагаузии с этим согласны. А в данном случае одно не исключает другое. На протяжении 30 лет с момента образования АТО Гагаузия местные политические элиты не прекращали обвинять Кишинев в том, что он вмешивается в дела Гагаузии, намекали на сепаратизм, по поводу и без повода угрожали Кишиневу своим правом на внешнее самоопределение. Но при этом эти же политики раз за разом сдавали Гагаузию пришлым, как правило, промосковским силам, запугивая избирателей пресловутой УНИРИ. В итоге все дошло до того, что Гагаузию отдали в руки организованной преступной группы. И формирование гагаузского правительства делегировали беглому преступнику. В этом вся квинтэссенция гагаузской политики последних 30 лет, которая демонстрирует, что гагаузские политики не могут и не в состоянии не то что вырабатывать собственную программу развития, но не в состоянии даже управлять сами собой. Но гагаузская политическая элита очень охотно вступает, как мы видим, в договорники с преступниками. Гагаузские политики не могут не то что найти общий язык, но даже не в состоянии коммуницировать с образованными людьми с дипломами из Гарварда, но при этом очень хорошо коммуницируют и сотрудничают с лидерами ОПГ типа Плохотнюка или Шора. Это показывает уровень политической культуры, которая в принципе отсутствует. Не то чтобы нас удивило, что Шор будет управлять Гагаузией, это было понятно с самого начала. Мы просто хотим подчеркнуть абсурдность этой ситуации и то, как слова гагаузских политиков и манипуляции в отношении Кишинева расходятся с делами. То, что Шор объявил о наборе людей в исполком, говорит о том, что у них очень серьезные проблемы с кадрами. Мы видим, что в Гагаузии Шор опирается на Константиновскую тройку спикера Народного собрания Дмитрия Константинова, приближенного к нему депутата Илью Зуна и известного в Гагаузии крикуна Михаила Влаха. Это еще один пример деградации политической ситуации в Гагаузии, где в соуправлении Гагаузии с одной стороны участвует беглый и осужденный на 15 лет Шор и тройка с очень сомнительной легитимностью и репутацией. Не лишним будет вспомнить, что Константинов прошел в Народное собрание от маленького и бедного избирательного округа, села Ферапонтьевка, где он даже не живет.
От аналогичного маленького и бедного села Русское Киселе прошел Илья Узун. На двоих у них около 500 голосов, а Михаил Влах даже не смог пройти в Народное собрание в 2021 году. При этом Константинов не видит проблем в подкупе голосов, явно намекая, что продолжает этим промышлять. Ситуация в Гагаузии сегодня напоминает ситуацию начала 90-х. Тогда люди в Гагаузии, не понимая, что происходит, ждали от Москвы каких-то сигналов и действий и пытались ухватиться за разваливающуюся советскую империю. А такие деятели, как Константинов, дербанили народное имущество и колотили состояние. Сейчас ситуация примерно такая же. Жители Гагаузии наблюдают за развалом России в надежде, что империя воскреснет. А ушлый Константинов не только зарабатывает, но и прибирает власть к рукам. Очевидно, что ориентированность и надежды жителей Гагаузии на Москву – это пагубный путь для гагаузов и Гагаузии. Сначала он привел к потере гагаузами и гагаузским сообществом своей идентичности, а сейчас он может привести к потере гагаузской автономии. Многие сходятся во мнении, что сотрудничество Шора с тройкой Константинова ничем хорошим не закончится, и уже делают ставки, кто кого первый кинет. Шору надо показать результат и желательно повторить результат, который удалось частично продемонстрировать в Аргееве. Поэтому ему нужно назначить на должность в исполкоме более или менее компетентных людей. У Константинова совершенно другая задача и другой интерес. Ему в исполкоме нужны люди, которые не будут мешать ему обеспечивать себе доступ к кормушке, куда, по его же признанию, он хочет получить доступ. При этом понятно, что в качестве кормушки тройка Константинова рассматривает как Илона Шора, так и бюджет Гагаузии. Начиная свой поход на Гагаузию, Шор явно не понимал всех подводных камней. Даже если Шору удастся набрать компетентных людей в исполком, это не гарантирует, что он реализует все свои обещания в Гагаузии. Давайте вспомним, как Шору удалось создать ту самую пресловутую аргеевскую витрину, которую он до сих пор сует избирателям как доказательство его эффективности как менеджера и пример того, что он ворует, но делится с людьми. Давайте не будем забывать, что Шор создал ту самую витрину в Аргееве во время режима Плохотнюка, частью которого был сам Шор. Плохотнюк не только позволял, но и помогал Шору создавать эту так называемую историю успеха на ворованные деньги. Шор уже в то время управлял Кишиневским аэропортом, который приносил ему десятки миллионов евро легких денег в год. Шор, напомним, получил в концессию этот аэропорт с обязательством вкладывать в его развитие и модернизацию. По итогам мы видели, что ничего из того, что он должен был сделать в Кишиневском аэропорту, он не сделал, за исключением небольшого косметического ремонта. То, что Шор вложил в Аргеев, в кавычках вложил, да, разумеется, не составляет и не стоит доли того, что он наворовал. Более того, вопреки распространенной легенде, то, что села и города Аргеевского района, которыми управляет партия Шор, развивались за счет инвестиций самого Шора, это не так. На самом деле ключевые проекты были профинансированы за счет местного бюджета, а не инвестиций Шора, что показало расследование Медиакусенс. Не будем далеко ходить. Посмотрите на Тараклию, который управляет мэр от партии Шора Вячеслав Лупов. Тараклию Шор обещал превратить в Ниццу. Тараклия Ниццей не стала и вряд ли когда-либо станет. А инфраструктурные проекты, которые там реализует примар Лупов, внедряются за счет местного бюджета. Потому что у Шора уже нет халявных денег, аэропорта и режима Плохотнюка, который помогал бы ему отмывать ворованные деньги. Очевидно, что Константинов, не обладающий какой-либо политической легитимностью, но жаждущий власти в Гагаузии, как он думает, нашел способ получить эту власть. Использовать Илона Шора, получившего кресло Башкана, но не имеющего здесь надежных людей и не ориентирующегося в местной политической повестке или в местных политических реалиях. Шор, в свою очередь, пытается использовать Константинова для демонстрации политической поддержки со стороны депутатского корпуса. Ни тот, ни другой не рассматривают Евгению Гуцул в качестве реальной политической фигуры. И Шор, и Константинов рассматривают Гуцул в качестве куклы или табуретки, которая будет сидеть в сторонке и не мешать дядям ловить рыбку в мутной водичке. В этой истории есть несколько неизвестных. Первое. Сможет ли Константинов кинуть очередного политического партнера, как он это делал до сих пор? Второе. Сможет ли Шор получить от Константинова то, что ему надо? И третье. Будет ли Евгения Гуцул сидеть и не отсвечивать? Или в ней проснутся амбиции? Запасаемся попкорном в ожидании политического цирка. Совершенно ясно.
ясно одно. Проигравший в этой истории является Гагаузия и гагаузский народ. Гагаузский народ и дальше будет аутсайдером, пока не перестанет видеть врага в Кишиневе, там, где его нет, и не перестанет ждать от Москвы того, чего Москва дать не могла и не может. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. На этой неделе Ирина Влах решила отметить окончание своих 2 мандатов на посту Башкана не где-то там, а в одном из самых шикарных банкет-залов Кишинева – Мэдисон-парке. Журналисты сайта Нокта связались с администрацией этого зала и узнали, что аренда зала, в которую входит и банкет, стоит от 4000 евро или 80 тысяч леев. Но в эту сумму не входят другие услуги, такие как оформление сцены и целый оркестр, который играл для гостей Ирины Влах. На этом банкете она представила свой отчет о работе за 8 лет, который анонсировала в передачу у Анатолия Голи на ТВ-8. Мы не будем сейчас обсуждать содержание этого отчета, который больше похож на предвыборный буклет. Это тема для отдельной передачи, но остановимся на следующем. Такие отчеты должны представляться иначе, прежде всего, перед депутатами Народного собрания, которое является высшим представительным органом Гагаузии. Когда мы говорим о подотчетности Башкана Гагаузии, нужно понимать, что прежде всего Башкан подотчетен перед Народным собранием, высшим представительным органом Гагаузии, представляющим как народ Гагаузии в целом, так и города и села Гагаузии. Но за 8 лет мы не видели ни разу, чтобы Башкан выходила и отчитывалась перед Народным собранием. А председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, который формировал вокруг себя большинство в Народном собрании с лозунгом о подотчетности Ирины Влах и исполкома, ни разу не затребовал от Ирины Влах отчета перед Народным собранием. Вместо этого он встречал гостей рядом с Ириной Влах и ее дочерью в Мэдисон-парке. И не совсем понятно, в чем состояла роль Дмитрия Константинова в этом фарсе. Это выглядело нелепо, как на это ни посмотри. С политической точки зрения это нарушение принципа разделения властей. Глава законодательного органа участвует в презентации отчета главы исполнительной власти за 8 лет. Ключевое слово «участвует», а не «принимает отчет». По протоколу глава законодательной власти вместе с депутатами и другими депутатами Народного собрания должен был заслушать отчет Башкана Гагаузии. Это также нелепо с точки зрения традиций. Этот прием был похож больше на куматрию или свадьбу. И совсем непонятно, какую там роль играл Константинов, стоявший рядом с Ириной Влах и ее дочерью. То ли роль Саадыча, то ли дедушки, то ли отца, то ли еще кого. А может, Константинов там выполнял роль политического трофея Ирины Влах, с которой они были в политическом противостоянии много лет, после того, как Константинова сняли с предвыборной гонки в 2016 году, а Ирина Влах за него не заступилась. Ирина Влах сказала, что в Мэдисон-парке представляла отчет перед партнерами Гагаузии. Если и так, то мы не видели там большого числа представителей партнеров Гагаузии. Через несколько дней после этого дорогого банкета Влах представила свой отчет перед Советом старейшин Гагаузии. Совершенно очевидно, что Ирина Влах в нарушении политического протокола пошла с отчетными гастролями по друзьям. Она представляет этот отчет перед теми, кто не будет задавать ей лишних или критических вопросов. Помимо того, что это нарушение протокола, эти гастроли очень дорого обходятся и явно не бюджету Ирины Влах, а бюджету Гагаузии. Отказавшись от правильного с точки зрения протокола способа представления своего отчета, она выбрала неправильный и дорогой. Если бы Ирина Влах пришла в Народное собрание и представила этот отчет депутатам, а электронную версию отчета опубликовала бы в интернете, то это было бы корректно с точки зрения закона и не обременяло бы бюджет Гагаузии лишними и бессмысленными тратами. Вместо этого Ирина Влах пошла в Мэдисон-парк и обещала распечатать 40 тысяч экземпляров своего отчета. Видимо, чтобы людям было чем топить печку зимой. Это выглядит очень цинично, поскольку Влах критикует правительство за отсутствие заботы о пенсионерах, а сама тратит сотни тысяч леев из бюджета на печать бесполезной брошюры и дорогие банкеты в шикарных залах Кишинева. Наверняка
Представь она этот отчет в Народном собрании, то мы бы услышали там вопросы и попытку подвергнуть этот отчет факт-чекингу. У нас была бы хоть какая-то возможность и какой-то шанс услышать мнение депутатов Народного собрания относительно того, насколько информация из этого отчета соответствует или не соответствует действительности. А так мы видим бесполезные и дорогие информационные поводы о том, как Ирина Влах представляет свой отчет то там, то здесь, и ничего не слышим о содержании этого отчета. Сегодня на молодежном форуме в Камрате Влах не смогла ответить, сколько потратила на свой прием в Мэдисон-парке, и подтвердила, что отчет будет презентован повторно. Давайте посмотрим, что она сказала. О вашем прощальном приеме, который недавно проходил в Кишиневе. Почему Кишинев, почему не Камрат? У нас будет несколько встреч. Это встреча, которая была у нас в Кишиневе, это были наши партнеры. Партнеры – это послы, это дипломатические миссии, это международные организации, которые на протяжении 8 лет были рядом с Гагаузией и оказывали серьезную помощь и поддержку и реализовывали проекты. Плюс это бизнес кишиневский, который здесь открыл рабочие места, поэтому мы посчитали нужным сказать им огромное спасибо. На этой неделе в понедельник была встреча со старейшинами нашей автономии, которым мы тоже отчитались, сказали спасибо. В ближайшее время будет встреча с гагаузским бизнесом, которому мы тоже скажем спасибо. И будет встреча со всеми руководителями учреждений, с которыми мы работали 8 лет, для того, чтобы отчитаться и проинформировать их о том, что было сделано за эти 8 лет в Гагаузии. Я считаю, это правильным и нужным. Смотрите, такой масштабный объем мероприятий прощальных у Башкана. Расскажите... Это не прощальный, это отчет. Отчет, извините. Да. За чей счет и сколько это все стоит? Это не за чей счет. Абсолютно эти встречи, которые будут проходить в Гагаузии, они ничего не стоят. Абсолютно. А вот прием в Кишиневе, мы видели этот роскошный зал. Вы сделаете письменный запрос в управление внешних связей, они вам дадут полностью всю информацию. То есть это бюджетные деньги были? Управление внешних связей является организатором этой встречи, потому что это была встреча с послами. И поэтому они вам дадут полную информацию. Хорошо, пояснила. Спасибо. На вопрос нашего корреспондента о стоимости банкета Влах попросила обратиться в управление внешних связей Гагаузии, будто структуры исполкома давали нормальные ответы на наши запросы по расходуемым ими средствам. Но нам и без ответа исполкома понятно, что это дорогое и, самое главное, бессмысленное прощальное турне, которое является естественным продолжением дорогого в прямом смысле этого слова 8-летнего башканства Ирины Влах и имеет цель потешить ее самолюбие. Поведение Влах в конце ее мандата выдает ее растерянность. Ее политическое будущее туманно, несмотря на то, что она пытается всех убедить в обратном. Я считаю, что у нее нет шансов как самостоятельного политического лидера в национальной политике. И вот почему. Очень многие, с кем я говорю в Кишиневе, в разговоре со мной намекают на президентские амбиции Ирины Влах. Мы видим эти амбиции, и вполне возможно, Влах пытается участвовать или попытается участвовать в президентской гонке. Но какие у нее шансы? 3% голосов? Влах пытается заработать очки на политическом уровне за счет критики Майя Санду. В самой критике президента нет ничего плохого, это здоровый процесс, однако критика Влах в адрес Майя Санду превратилась в одержимость. Беда всех гагаузских политиков, включая Ирину Влах, в том, что, критикуя и противопоставляя себя национальным политикам, они в то же время противопоставляют себя Молдове и молдаванам. Не знаю, делают они это умышленно или нет, но в их поведении многие считывают именно это. И сколько бы Ирина Влах не говорила, что она заботится о жителях Молдовы, и она лучше знает, как управлять страной, что очевидно не так, Ирина Влах, как бывший башкан Гагаузии, всегда будет ассоциироваться с местной политической элитой Гагаузии, запугивающей Кишинев сепаратизмом и подыгрывающей интересам Российской Федерации. После 24 февраля 2022 года, начала полномасштабной агрессии России против Украины, стартовать свой политический проект с позиции пророссийскости и без явного и четкого осуждения российской агрессии лишает политика любых шансов на национальном уровне, тем более, если он политик из Гагаузии. С этой точки зрения, по моему мнению, шансы Ирины Влах на президентских выборах, если она в них будет участвовать, очень туманны. Другой вариант для Ирины Влах остаться в национальной политике – это создать свою партию или примкнуть к какому-то существующему политическому проекту и пройти в парламент. Но Ирина Влах не человек, который создает свои проекты и сама их тянет.
Ее политическая карьера развивалась, когда для нее создавали все условия и толкали вперед. Сначала Воронин, потом Плохотнюк. Выиграв выборы Башкана в 2019 году с таким, как она говорит, ошеломительным результатом в 92%, она провалила кампанию Иона Кику на парламентских выборах, обеспечив ему всего лишь 600 голосов в Гагаузии. Она не смогла получить большинство в Народном собрании в 2021 году, и никто не знает, сколько реально у нее сторонников в Народном собрании сейчас. Ирина Влах не смогла даже вывести во второй тур своего кандидата Дмитрия Крейтора, которого она, по ее словам, поддерживала на башканских выборах. Как мы видим, Влах способна занимать должности, когда ее толкают политические партии из Кишинева, но не способна ничего достичь сама на своем авторитете и своим собственным трудом. Многие говорят, что Влах может примкнуть к Иону Кику и попытаться пройти в парламент по спискам его партии. Но какова ценность для Кику от Ирины Влах, если она не смогла ему обеспечить даже 1000 голосов на парламентских выборах в Гагаузии? Влах явно пытается себя дорого продать как политический лидер, при этом ее политическая ценность намного ниже, чем она это пытается представить. Учитывая все вышесказанное, очевидно, что Влах не будет продвигать себя сама и кого-то тянуть, а попробует запрыгнуть в чей-то вагон. У кого есть больше шансов пройти в парламент. После того, как Ирина Влах рассорилась с Дадоном и партией социалистов, у нее осталось не так много вариантов, практически один. Это Илон Шор. Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать осторожные попытки Ирины Влах договориться. Тем более ходят слухи, что Ирина Влах таки была в Тель-Авиве, но пока неизвестно, встречалась она там с Илоном Шором или нет. И то, как Ирина Влах вела себя на башканских выборах, не продвигала своего кандидата, создав все условия для победы Илона Шора в Гагаузии, намекает на то, что она готовила почву для сотрудничества с Илоном Шором. В риторике Ирины Влах нет ничего осуждающего Илона Шора в связи с совершенными им преступлениями. Она сразу же поздравила Евгению Гуцул, несмотря на то, что к победе Гуцул есть большие вопросы. И в целом ее риторика достаточно комплиментарна в отношении Шора и критична к действиям партии ПАС и Майи Санду в борьбе с большой коррупцией. Она вуалирует это высказываниями о том, что проблема не в коррупции, а в бедности, что очень созвучно с лозунгами Илона Шора. Вот такая вот гагаузская политика. Одна сплошная византична. Дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами. С вами был я, Михаил Серкили. Призываю вас подписываться на нас, делиться этим видео, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Увидимся в следующую пятницу в новом выпуске Nocta Life. До свидания.